Добрейшего вам настроения, мои замечательные постоянные вниматели канала «Адвокатские хроники». Ой, канительная немножко, конечно, сегодня задача, и вообще канительная задача. Вообще жить, сами понимаете, непросто и даже сложно. Несмотря на то, что цивилизация, нейлоновые колготки у девчонок, да, и тому подобное. Или вот у меня полиэстеровая шляпа. Или даже вот боевые колесницы нового поколения, да? А скоро и нанотех, тому подобное. Тем не менее, принципиально суть человеческих отношений не изменилась. И все работает согласно того самого алгоритма, о котором поет наша любимая Алиса Кинчева, да? Алгоритмы точечных функций не задались. Сбой фразы закороть. Как его? Огорошил? Не помню, там цепь, да? Алгоритмы баш на баш уже не работают. Хотя, как сказать, работают вполне. Экономика, даже в юриспруденции имеет существенное значение. И потенциально те вопросы, которые обсуждаются, очень серьезные вопросы, которые обсуждаются в нашем адвокатском пока еще сообществе и далеко не корпусе, относительно создания коммерческих форм, да, точнее не форм, а коммерческих организаций для осуществления адвокатской деятельности, которая по сути должна остаться не предпринимательской, да, они остаются. Но я хочу сказать, что в принципе адвокатура всегда была, значит, на острие юридических технологий. Вау, как я... Эх ты, неудачно, конечно. Земля влажная. Путь выбрал не совсем тот, который надо бы. Не угадал, приходится резать. Что, в принципе, не очень хорошо. Но благо штрафов за проход по газонам у нас не установлен, так что можно... Я же не на машине иду, да? Хотя я машина. Геннадьевич, машина. Да. Надо потренироваться. Мой любимый, кстати. Моя любимая спортивная площадка. Ну так вот, я, собственно говоря, в связи с чем-то и организовал эту трансляцию. Ну, не трансляцию, а запись. Потому как сейчас веду запись и попозже выложу. А размышляю, блин, красиво на самом деле, хоть и осень. Прям реально красиво, знаете, мне нравится. Вы посмотрите. Красиво. Мы вообще красота. Знаете, ощущать красоту жизни можно только тогда, когда ты действительно живешь и разум твой спокоен и очищен от всех негодований, чужих мыслей, чужих зомби-программ и тому подобное. Это, может, не совсем верный термин, не научный, прошу прощения, да, термин. Но... А у нас... Черт. Да, надо перейти на зимнюю резину. Замки. А расстраивались, блин, вот. Свадебный мост. Значит... Да, по сути, трансляция. Дело в том, что я так замучился выбивать деньги своих доверителей. Не всех. Вот, потому что... Я просто почему и организую трансляцию. Я сейчас иду, короче, к мировым судьям. Я написал заявление о приостановлении выдачи судебного приказа. Принципиально задачу это не изменит. Юридически я обязан платить по кредиту. Я это прекрасно понимаю, я даже не оспариваю это. Но с другой стороны, платить надо только по закону. Справедливости, что называется. Но ситуация в том, что и правила используют сугубо субъективно. И уж я, поверьте мне, я-то об этом очень хорошо знаю, потому как сам работаю в этой среде. И очень тяжело, как ни странно, быть честным адвокатом, представляете? Потому как эти категории, которые, к сожалению, в массовом сознании антагонистичны. Вот. Я просто помню госпожу Азыркину, которая благодаря своей кипучей деятельности умудрилась, сучка,
Вот без обид, я прямо говорю, фамилии называю. Сдавала, ведь мордовка, сука. Прям зла не хватает. Посадила мою подзащитную, короче. По сути дела. И это ебаная депрессия, из-за которой мои подзащитные пострадали. Ну ладно. О блядстве и развратничестве мы попозже поговорим. А у меня тут есть кое-какой материал. Спасибо моей замечательной знакомой, очень милой девушке Лавровой. Она мне очень много чего такого интересного рассказала. Ну, не то чтобы я не знал это, но просто интересно было. Не, то, что она мне рассказала, я не знал, потому что женский взгляд — это все-таки другой взгляд на ситуацию. Ну так вот, у меня просто сейчас есть задолженности, мне нужно отменить исполнительный лист. По сути дела, закрыть исполнительное производство. Вот. Причем очень интересно получилось, то бишь оно сработано, эта схема на автомате. Меня вообще никто ничего не уведомлял, не извещал, я ничего не получил. А суть в чем? Сбер просто устаканился, знает практику, наш мордовский Сбер, и закинул. Хотя по-человечески, значит, ну, человек, который там работает, меня знает. Может, даже я его знаю, я просто забыл об этом. Сами понимаете, информации много в голове, реально не удержишь ничего. Но я не оправдываюсь перед вами, я просто в этой ситуации факт констатирую. И, короче, ситуация такая, что... Кстати, Наталья Водянова вообще красавица, молодец. Реально, вот видите, площадка ее имени, по сути дела, да, у нас в этом парке Пушкинском. Вот. То есть я не оправдываюсь, я просто констатирую факт, понимаете? Всем на самом деле насрать на всех, к сожалению, у нас в стране, кроме самих себя. И моя попытка, например, биться за подзащитного, как за своего брата, с учетом того, что он негативно настроен изначально, привела к тому, что я трачу нервы, не получая даже соответствующей компенсации, хотя бы возмещения чисто своим затратам. А так опять недалеко до нервного срыва, и эти, сука, уроды, которые сидят в совете, они уроды в этой ситуации, моральные уроды. Они снова воспользуются этим, и тогда уж точно мне прекратят статус насовсем. Им похуй, этим пидорасам, прости господи, пусть я, может быть, ругаюсь зря, ну а как еще? Сколько можно вот этим ходить панькой, вежливо так здороваться с этими пидорами, блядь? А куда деваться? На людях, да, мы улыбаемся друг другу. Но если честно, мне так хочется им переебать прям по башке Наташей. Прямо со всей дури, блядь, чтобы отлетела, сука, их пустой качан. Потому что эти пидоры только о себе думают. И под лозунгами того, что они борются за адвокатуру, закон и справедливость, сука, набивая свои собственные карманы, связки с погон вервольфами. Те же пидоры, только другого разлива. Понимаете? Такой вот момент. Конечно, кто-то может сказать, вот ты там пытаешься возбудить национализм. Да, сука, возбудитесь, сука. Кто там в МВД у меня радостный есть? Там Нарваткин, экстремист, чертов, блядь. Зла не хватает. С какого хуя, блядь, они в меня вцепились? Педрилы, гамадрилы, блядь. Фу, как, слушай, а хорошо по-русски разговаривать-то на самом деле, знаете? Вот так от души, что называется, вымутикался. И легче. Конкретно легче. Так же нельзя, знаете, вот постоянно в себе держать гнев, ярость. Оно же изнутри точит. А так наружу выпустил. Фу, и легче стало. Не просто наружу выпустил, я еще это и в интернет, сука, залью. Да. И самое интересное, что мое возмущение справедливо. Абсолютно справедливо. И все это прекрасно понимают и знают. Поэтому, когда видят меня, глаза опускают. Но как эти пидоры будут радоваться, когда произойдет случай, Акела промахнулся. Шакалы. Табаки. А мы пойдем на север. Ладно. Я не буду в стиле моего подзащитного. Он тот еще, конечно, крендель. Крендель, что бы он там ни говорил.
Я же вижу все прекрасно. Жалуются мне на плохую жизнь, а сам... Ну, не сам, благодаря своей семье холодильники покупает, обстановку новую делает дома, ремонтик потихоньку, тем не менее. А мне хуй, Геннадьевич, ты же умный. Как сказал у нас президент адвокатской палаты, ты же умный, ты же заработаешь. Уроды, блядь. Книжку он мне подарил. Адвокатская деятельность. С царского барского плеча, блядь, разрешил на курсах принимать участие, блядь. Как опозорились, сука, на всю Россию, как свое зияющее очко показали, блядь, вместо мозгов и рта. Хорошего, красноречивого такого. Так сразу. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Мы очень рады вас видеть. Двуличные твари. Я с удовольствием посмотрю эту запись в их компании. Хочу посмотреть на их наглые физиономии, блядь. Сука. Вот. Вот что надо читать. А не только уголовные кодексы, блядь, как бы нахитрить и наебать, блядь, того же самого прокурора, судью и следака. Вместе с ебланистым опером. Закон начинается с уроков литературы и русского языка. Хорошего вам настроения, берегите себя, не забывайте заниматься спортом, а особенно чугунно футбол.